Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. В Казахстане продолжаются протесты. На этот раз поправками в земельном кодексе недовольны жители Семея и Актобе. В России запретили меджлис крымских татар, выборный орган самоуправления. Это решение вынес Верховный суд аннексированного Крыма. Он признал меджлис террористической организацией. Насилие меджлис всегда отвергал, и его руководители за пределами Крыма и в самом Крыму они всегда отвергали, отвергают до сих пор. Насилия не будет. Мороженое из кумыса – новое изобретение кыргызстанских производителей. Они уверены, что мороженое с национальным колоритом покорит сердца не только жителей их республики, но и соседних стран. Очень вкусное, немножко такая горчинка, но очень сладкое, очень вкусное, необычное мороженое. В России продолжают избавляться от санкционных продуктов питания. На этот раз под гусеницами тракторов оказались 20 тонн свежих польских яблок. В Казахстане снова митинги. На этот раз против поправок в земельном кодексе выступили жители Семея и Актобе. Это видео в редакцию «Азаттык» прислал его читатель. Несколько десятков человек собрались в парке Победы в городе Семей. Они недовольны планами властей по продаже земель сельхозназначения через аукционы и передаче их в аренду иностранцам сроком на 25 лет. Прибывший на митинг мэр города попросил протестующих изложить свои требования в письменном виде, чтобы он смог передать обращение в Астану. После сбора подписей под письмом и передачи его градоначальнику люди разошлись. А это видео из города Актобе. Там также выступили против аренды земли иностранцами. Как сообщает местное издание «Диапазон», митинг прошел в парке первого президента. На нем присутствовали представители городской и областной администрации и прокурор. Когда один из чиновников попытался выступить, у него забрали микрофон. В Актобе на акцию протеста приехали люди из населенных пунктов региона. Полицейские наблюдали за происходящим со стороны. Первые протесты против поправок в земельном кодексе Казахстана начались в Атырау. 24 апреля там собралось несколько тысяч человек, которые выступили против продажи земли иностранцам. Земельный вопрос начал активно обсуждаться в казахстанском обществе после заявления министра национальной экономики Ербулата Досаева, который месяц назад сообщил о планах выставить на продажу через аукционы 1 миллион 700 тысяч гектаров казахстанской земли. В городе Алеппо на севере Сирии продолжаются бои. Как сообщает независимая мониторинговая группа «Сирийская обсерватория прав человека», за последние несколько дней как минимум 30 человек были убиты, из них 8 детей, десятки ранены. Боевые действия ведутся сирийской армией и противостоящей ей оппозиции. Вчера ночью в результате военно-воздушных ударов сирийской авиации погибло 5 спасателей. Правозащитники утверждают, что военные целились в их машину намеренно. Бригады гражданской обороны, именно так называют себя спасатели, первыми выезжают на места обстрелов в те районы, где отсутствует медицинская помощь. В то же время гражданские активисты распространили по соцсетям видео, на котором видны последствия авиаобстрелов Алеппо 2 дня назад. Вы видите, как спасатели вытаскивают тела погибших из-под обломков. Авиаударом был разрушен дом. Там были женщины и дети. Мы вытащили тело одного ребенка, но под обломками еще остаются трупы. Военная авиация, которая бомбит ежедневно, превратила эти дома в руины. Удары наносит как российская, так и сирийская авиация. Жертв и раненых много, но точного числа мы назвать не можем, так как не все трупы еще удалось вытащить. Знаете, самое страшное — это когда ты ищешь тело своего ребенка под обломками. Военные действия обострились в окрестностях Алеппо после того, как перемирие между противоборствующими сторонами сирийской войны сорвалось. Тысячи людей снова бегут к турецкой границе, которая закрыта. Один из сирийских врачей, работающих в военной больнице на сирийско-турецкой границе, в интервью нашей программе прокомментировал ситуацию так. Мы находимся на границе, здесь дорога закрыта. Алеппо невозможно принять ранения. Только наша больница в Алеппо, она принимает сейчас эти ранения и отправляет другим путем в безопасные места. Сейчас в Алеппо есть где-то 8 больниц. Дорога очень сложная стала, чтобы дойти до Алеппо. Есть организации, которые помогают с лекарствами после бомбардировки. И в основном эти ранения мультитравма, говорим, это означает несколько органов поражены в одном пациенте. Ситуация очень плохая. В основном женщины и детей. Это последние статистики. Это были где-то 130 тысяч людей. Сейчас они
на границе без жилья, без ничего. На турецкой стороне границы ситуация также остается напряженной. Практически ежедневно граница подвергается ракетным обстрелам с сирийской стороны. Турецкие власти обвиняют в этом так называемое исламское государство. 2 дня назад ракеты попали и в город Килис, где помимо 100 тысяч турков находится более 100 тысяч сирийских беженцев. С начала этого года город обстреливался «Катюшами» более 45 раз, в результате чего погибло 17 человек. Вот как прокомментировал ситуацию премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу. Мы стоим спина спиной с жителями Килиса. В результате ракетных обстрелов со стороны ИГИЛа погибло 17 человек, 10 из них граждане Турции, 61 человек ранен. Я вновь хочу выразить свои соболезнования нашим гражданам и нашим сирийским братьям, которые потеряли жизнь. Таджикистан пытается избавиться от своего ядерного прошлого. На севере страны, где в советские годы добывали уран для ядерного оружия, находится 10 хвостохранилищ отходов. Одно из них уже захоронено и рекультивировано силами государственных предприятий. Еще на одном ведутся работы. Но остальные находятся в открытом состоянии, и когда ими займутся, пока неизвестно. Насколько опасны хвосты радиоактивных отходов и какой вред они несут окружающей среде, расскажет Анушервон Арипов. Нравился этот город, поселок тогда. Тихий, спокойный. И люди здесь были очень-очень хорошие, добрые. Раиса Байгина живет в городе Табушар, ныне истекло уже более 40 лет. Преподает русский язык в местной школе с 1975 года. По словам женщины, когда она приехала сюда по окончании пединститута, сразу влюбилась в этот поселок, который кардинально отличался от всех населенных пунктов Таджикистана. Местную архитектуру создавали в конце 40-х годов пленные солдаты фашистской Германии. Когда-то здесь было засекречено буквально все. Люди ходили в гости друг к другу, но о работе не говорили из-за страха тюрьмы. Первый, второй, это, скорее всего, закрытые цеха были. Мы этой информацией не интересовались. Нельзя, значит нельзя. Зачем? Я обычно рядовой учитель тогда. Арки, остроконечные крыши, дома в западноевропейском стиле. Тех, кто строил Табушар, здесь не осталось. Кто-то умер, но большинство уехали после развала Советского Союза. Стоит выехать из красивого городка, и открывается совершенно другая картина. Вокруг Табушара сегодня 5 хвостохранилищ радиоактивных отходов, карьер и отвалы урановых руд. Из добытого здесь урана была сделана первая советская атомная бомба и первый атомный реактор. Отходы сбрасывали сюда. Можно сказать, что здесь образовалась целая гора высотой более 65 метров. Она находится в очень ветреном месте, и, конечно, это опасно. В хранилищах скопились десятки миллионов тонн отходов. Уже 20 лет Таджикистану обещают помощь в рекультивации и захоронении российские и международные организации. Но пока дальше слов дело не продвинулось. Статистики заболеваемости раком в районах, близких к хвостохранилищам, нет. Возможно, она не обнародуется, чтобы не вызывать панику. Чтобы произвести изыскание, мы пробурили здесь порядка 35 скважин на разные глубины до воды. Вот нам нужно отобрать всю воду, отобрать грунт, который мы пробурили, и затем отдать в лабораторию, на которой она уже скажет степень загрязненности всех этих грунтов. И мы отдаем эти данные проектировщикам, они свои решения уже выдают на проект. В Сагдийской области помимо табашарских хранилищ отходов есть еще 5 таких же. Все они находятся в крупных населенных пунктах. В данный момент мы находимся на Дигмайском хвостохранилище. Здесь раньше было озеро, и оно высохло. Более 30 лет сюда сбрасывали отходы переработки урана. И радиационный фон в данный момент здесь составляет около 3000 микрорентген в час. Это в несколько сотен раз превышает норму. 38 миллионов тонн отходов на 90 гектарах земли. Хвостохранилища покрывают 1,5-метровым слоем нейтрального грунта. Уже закрыли почти 11 гектаров. Захоронение хвостохранилища может занять до 2 лет, говорят специалисты. Все зависит от финансирования. Затем планируется начать работы на одном из хвостохранилищ Истеклола Табушара. В руководстве области все-таки надеются на поддержку доноров, в первую очередь России, и верят в избавление от своего ядерного прошлого. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. В России запретили меджлис крымских татар. Это решение вынес Верховный суд Крыма по иску прокурора Натальи Поклонской. Коллегия под председательством судьи Натальи Терентьевой признала выборный орган крымско-татарского самоуправления, каким и является меджлис, экстремистской организацией.
Прокуратура Автономной Республики Крым, размещенная в Киеве, сегодня возбудила против судьи Терентьевой уголовное дело. Как сообщает ведомство, Наталья Терентьева, вопреки действующему законодательству Украины, согласилась на назначение себя судьей незаконно образованного Верховного суда Крыма, присвоила властные полномочия и признала Меджлис крымских татар экстремистской организацией. Дело передано в Генпрокуратуру Украины. О ситуации вокруг Меджлиса крымских татар и о реакции на запрет его деятельности мы побеседовали с журналистом татаро-башкирской редакции «Азатлык» Алсу Курмашевой. Организация обширная, она имеет свои центры во всех районах Крыма. 33 представителя занимаются координацией работы этих центров. Организация имела представителей в Болгарии, Румынии, в Америке. При ООН есть специальный представитель. Она организовывала быт, школы, образование, социальную жизнь крымских татар. Я думаю, крымские татары ни в Крыму, ни за пределами уже сильно не удивились этому решению, потому что все к этому шло. Как сейчас будет построена их работа, они думают. Вчера председатель Меджлиса, которому запрещен въезд в Крым, Рифат Чубаров, на пресс-конференции заявил, что главный офис Меджлиса теперь будет в Киеве. Как эта структура дальше будет работать и как она будет помогать крымским татарам в Крыму и какую будет роль играть, пока не ясно. Означает ли запрет Меджлиса усиление репрессий против крымских татар со стороны новой власти? Крымские татары, они с тех пор, как переехали из стран Средней Азии, боролись за свои эти права ненасильственными методами. Понятие экстремизм – это, наверное, все-таки насилие в той или иной мере. Насилие Меджлис всегда отвергал, и его руководители за пределами Крыма и в самом Крыму, они всегда отвергали, отвергают до сих пор. Насилия не будет. Что такое репрессии? Домой пришли с обыском, это уже неприятно, это уже репрессия. Закрыли какие-то крымско-татарские классы, это тоже своего рода репрессия. То есть такие тенденции, наверное, будут продолжаться в Крыму. Большинство крымских татар не признают аннексии полуострова и настроены проукраински. У вас есть информация, сколько крымских татар покинули Крым из-за своих убеждений? Вот то, что крымские татары настроены проукраински, это тоже очень сомнительно, потому что крымские татары в Крыму, они никогда не верили особо ни Украине, ни уж тем более сейчас России. Они никогда не верили власти, потому что так, как власть с ними поступила 70 лет назад, а перед этим и 170 лет назад, они все это помнят. У них историческая память, которую они передают из поколения в поколение своим детям, очень сильна, и они не верят власти, и поэтому был организован Меджлис. Меджлис из самих же крымских татар, которые сами организовывали свою жизнь. И сколько уехало? Уехало немного. Уехало, наверное, до 2000. Точных данных нет, потому что кто-то уезжает, кто-то пытается обратно приехать. Они не бросают свои дома, как это было раньше, как они должны были это делать. Они все равно оставляют своих родственников в Крыму, потому что никто не верит, что опять может случиться депортация, хотя бы вот такая посильная, ненасильственная. Никто не верит, что они опять могут уехать со своей родины, с родных земель. Далее в программе. Мороженое из кумыса – новое изобретение кыргызстанских производителей. Они уверены, что мороженое с национальным колоритом покорит сердца не только жителей их республики, но и соседних стран. Очень вкусное. Немножко такая горчинка, но очень сладкая, очень вкусное, необычное мороженое. В России продолжают избавляться от санкционных продуктов питания. На этот раз под гусеницами тракторов оказались 20 тонн свежих польских яблок. В западно-казахстанском городе Актау пробки на газовых АЗС. Из-за отсутствия газа водители вынуждены проводить в очередях по несколько часов. 65% автомобилей в регионе ездят на газе. По словам автовладельцев, дефицит создан искусственно, чтобы машины по рекомендации городских властей перешли на более дорогое топливо – бензин. Подробности в нашем следующем репортаже.
Из-за дефицита газа на заправочных станциях в Мангистауской области с утра и до позднего вечера большие очереди. Автовладельцы говорят, что дефицит топлива ощущают с марта. Аким области Али Кайдарбаев предложил владельцам дорогих авто переоборудовать свои машины, перевести с дешевого газа на более дорогой бензин. Водители инициативу акима не разделяют. Когда есть газ, о каком бензине можно говорить? Люди не потянут. Заправа бензин на 1000 тенге. Проедешь столько же, сколько на газе за 200 тенге. 1000 тенге, подумайте сами. До выбора газа было достаточно. Выборы прошли, все избрались. Почему теперь газ ограничивают? На заправках газ есть, только знакомым. Говорят, чтобы на бензин переходили. Пусть тогда все переходят. Пусть уберут все газовые АЗС частников. Вернут бензиновый АЗС. Сегодня уже 5 часов стою, не обедал. У всех свои дела. Сами производим газ, и самим не хватает. Если хотят повышать цены, должны же с народом посоветоваться. По словам акима области Али Кайдарбаева, цена на газ в Актау самая низкая по Казахстану. Причину нехватки газа он объясняет дисбалансом производства и потребления. По информации Айдарбаева, в прошлом году завод в Жанаузене, отпуская сжиженный газ по 6 тенге за литр, понес убытки на 7 миллиардов тенге. Завод производит 13 тысяч тонн газа в месяц, при объемах потребления в 16 тысяч тонн. Аким призвал состоятельных автовладельцев переходить на бензин. «Автогаз» в Мангистауской области производит на газоперерабатывающем заводе в Жанаузене, а реализацией занимается свыше 140 частных компаний. 65% автомобилей в регионе ездят на газе. В Таджикистане в городе Худжанд начала работу социальная пекарня. Ежедневно от 300 до 500 буханок хлеба здесь отдают нуждающимся. Пекарня образована по инициативе представительства Общества Красного Полумесяца Таджикистана в Сагдийской области. Это первая пекарня, которая помогает малоимущим семьям. По официальным данным, в Сагдийской области зарегистрировано более 20 тысяч нуждающихся в социальной помощи, из которых 70% составляют многодетные женщины. Правительство выплачивает малообеспеченным семьям, а также инвалидам пенсии и пособия, предоставляет льготы по оплате электричества, воды, иногда выделяет гуманитарную помощь. Руководитель Сагдийского отделения Общества Красного Полумесяца Таджикистана Парвиз Джабурзода сообщил, что пекарня создана на средства, собранные от взносов членов организации, а также благотворительных вкладов. 280 нуждающихся лиц, в основном это инвалиды и семьи, в которых есть инвалиды, ежедневно или один раз в 2 дня получают здесь бесплатно по 2 буханки. У меня один ребенок, он больной, инвалид 2-й степени. Я сама нигде не работаю, потому что болею и ухаживаю за ребенком. Кыргызстанские производители начали производство необычного мороженого. Его главным ингредиентом стал кумыс – кобылье молоко. Молодые предприниматели держат рецепт в секрете, но готовы к сотрудничеству с производителями соседних республик, рассказывает Шавкат Тургаев. В этом небольшом цеху в центре Бишкека производят необычное мороженое из кобыльего молока – кумыса. Технолог Руслан делится секретами приготовления, но всех тайн не раскрывает. Побаивается конкурентов. Это готовый раствор из молока и сахара. Выливаем его в специальную посуду, затем добавляем кумыс. А затем хорошенько перемешиваем. Полученная смесь заливается в аппарат по изготовлению мороженого. Устанавливаем время на таймере, продукт еще надо немного заморозить. И все, готово к употреблению. Идея стартапа у владельцев предприятия родилась спонтанно. Важно было и людей удивить, и чтобы в продукте непременно присутствовал национальный колорит. Ну а о целебных свойствах кумыса всем хорошо известно. В мире же там пробует мороженое там, из чеснока, там, из рыбы. И наш директор тоже как бы заинтересовался, да, этим и попробовал из кумыса. Но все удачно получилось, и так и пошло. В ассортименте у производителя есть привычное нам мороженое. Это кокосовое, клубничное, арахисовое, шоколадное. Но меня в данном случае интересует мороженое из кумыса, и я его очень хочу сейчас попробовать. Здравствуйте. Спасибо большое. Очень вкусное. Немножко такая горчинка, но очень сладкое. Очень вкусное, необычное мороженое. Значит, вам понравилось? Мне очень понравилось. Всем советую. Покупателей вкус мороженого из кумыса приятно удивил. Восторга своего не скрывают.
Натуральником. Необычный, да? Необычный. Ежедневно продавцам удается реализовать до 100 килограммов лакомства. Сезон только начинается, а потому спрос на мороженое будет только расти. Планы на будущее у небольшой фирмы амбициозные. Сейчас уже как бы развиваемся, там, хотим уже выйти на обширный рынок, да, и вот планируем в ближайшее время уже по всему Кыргызстану реализовать вот эту нашу продукцию. Казахи очень интересуются нашим продуктом. Может, через соседнюю сторону Казахстан, либо Узбекистан тоже выйдем, да? А летом этого года Нурбек хочет представить продукцию на вторых всемирных играх кочевников, которые пройдут на побережье озера Иссык-Куль. Переговоры с оргкомитетом спортивных состязаний в самом разгаре. Шавкат Тургаев, Улан Асаналиев. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. В России продолжают расправляться с санкционной продукцией. Сотни тонн свежих, но нелегальных фруктов и овощей еженедельно изымают и вывозят на специальные полигоны. Масштабы уничтожения продуктов питания можно сравнить только с убытками от них. Под гусеницами тракторов оказываются миллионы рублей. Так выглядят 1,5 миллиона рублей. Так хрустят 1,5 миллиона рублей. Так блестят на гусеницах трактора 1,5 миллиона рублей. А это грустит человек, который потерял 1,5 миллиона рублей. Жалко хорошее яблоко, очень хорошее, мы перекупаем его по магазинам, сетям и сдаем. Не знаю, какой вина наша. Ну, белорусские номера мы привезли, предлагали, мы покупали его, хотели, чтобы отдавать, поймали там. И, наконец, так звучит причина, по которой 1,5 миллиона рублей могут быть изъяты и раздавлены гусеницами трактора. Яблоки свежие, они являются запрещенными к ввозу в Российскую Федерацию, то есть ввезенные нарушениями с указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года номер 560 и от 29 июля 2015 года номер 391. Эти невинные, на первый взгляд, яблоки на самом деле те еще шпионские агенты. По документам прибыли из Македонии в Брянскую и Смоленскую области, где их расфасовали по коробкам и отправили на Урал. На самом деле 20 тонн санкционных фруктов, нарушая все указы президента, проникли в Россию из Польши. Если бы не специалисты Россельхознадзора, во время очередной проверки торговых точек инспектор по сорту яблок Итари вычислил, что фрукты опасны. На данных картонных коробках имеются явные следы переупаковки, перемаркировки. Видите, следы, что этикетка была сорвана. Яблоки нарушителей границы изъяли, опечатали и вывезли 2 автозаками, то есть самосвалами, на полигон твердых отходов в поселок Верхний Винский. Тут и начали хрустеть под гусеницами 1,5 миллиона рублей. Впрочем, инспекторы Свердловской области со своими 20 тоннами пока значительно отстают от передовиков уничтожения санкционной продукции. Давай еще! Вот в Смоленске есть чем гордиться. Только за апрель таможенниками уничтожено в общей сложности 12 партий санкционных товаров, общим весом 189 тонн. Сколько миллионов хрустели под теми гусеницами, сложно даже представить. Дарья Соловьева, Катерина Пономарева. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.